В Кремле прошло заседание Российского организационного комитета «Победа» под председательством Владимира Путина. На повестке дня стояли вопросы подготовки и проведения Года памяти и славы, сохранения памяти и предотвращения фальсификации истории о Великой Отечественной войне. Владимир Путин напомнил, что наступающий год 75-летия Великой Победы в России пройдет как год памяти и славы. И нам нужно вместе сделать все необходимое, чтобы наполнить его живым содержанием, искренним, выразительным и запоминающимся. В принципе, исключить формальный, равнодушный подход к организации мероприятий. Везде есть свои герои Великой Отечественной войны, фронтовики и труженики тыла. Именно им нужно уделить самое пристальное внимание и заботу. Руководители регионов и уж тем более главы муниципальных образований обязаны знать нужды каждого ветерана, реагировать на их просьбы максимально чутко и в приоритетном порядке. Особое внимание работе, связанной с сохранением памяти о Великой Отечественной войне и о ее героях. Говорю об обновлении музейных экспозиций и проведении специальных выставок, акций, научно-практических конференций. В том числе о системном введении в научный оборот архивных документов, о том, чтобы они были доступны для граждан, в том числе с помощью современных цифровых технологий и информационных платформ.